Здравствуйте, это «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, первый заместитель министра образования и науки Республики Феодосия Габышева. Говорить мы будем сегодня об актуальных вопросах регионального образования. Феодосия Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Для начала хотелось бы, конечно, поговорить о самой главной теме, которая сейчас в нашем регионе. Это паводковая ситуация. Да? И вот как вся эта ситуация вообще отразилась на учреждениях образования, вот именно в подтопленных населенных пунктах, да, и будет ли это вообще влиять на учебный процесс в целом? В целом я хочу сказать, не первый год, да, это у нас в республике, а с другой стороны у нас выработана система и алгоритм действия. Мы следим за новостями непосредственно о паводковой ситуации, оперативную информацию ежедневно, ежечасно получаем. К этому мы ежегодно готовимся, поэтому тоже хочу сказать, что заранее были организованы места, где мы могли бы принимать детей. В прошлом году, если помнит, 98 детей из Среднеколымского улуса у нас отдыхали в Центре отдыха и здоровья детей и выезжали за пределами республики. Да. В этом году мы 300 мест подготовили, поэтому сегодня мы готовы принять. Министерство труда и социального развития тоже свои базы подготовило, но сегодня есть заявка только из Татинского улуса, да, 32 ребенка, которые хотят отправить, да, а другие улусы пока заявку не подают, поскольку родители не хотят отпускать своих детей. Организация учебного процесса у нас переустановлена, именно учебные процессы в 11 школах, но это не значит, что дети сидят, да, они занимаются в близлежащих школах, где паводковая ситуация стабильная, а также дистанционно занимаются со своими учителями. Поэтому учебный процесс продолжается. Подготовка к единому государственному экзамену, и это в 9 классах это идет по штатному режиму, но есть ситуация, особенно в Усмайском улусе, где будут, возможно, изменены пункты проведения ЕГЭ. Но еще есть время, 10-12 дней, поэтому мы очень надеемся, ситуация стабилизируется, и дети будут сдавать, если там будет и связь, и свет, будут сдавать на местах. Но ситуация под контролем, поэтому сегодня я хочу сказать, что в основном мы всегда учитываем ситуацию и пожелания родителей. В России появится новый министр. Накануне президент страны Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Вот, Феодосия Васильевна, как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Вот в вашем министерстве как раз это как-то должно отразиться, там должны поделить вроде бы как. Вы знаете, в целом на российском уровне было очень укрупнение, надо сказать, да, разных структур, и министерства были объединены, и Министерство образования, Министерство науки и высшего образования, и отдельная структура была по надзору. Сегодня вот по указу президента Российской Федерации идет процесс формирования 2 самостоятельных министерств, да, это Министерство просвещения. Мы возвращаемся, надо сказать, к историческому, можно сказать, опыту, да, до 92 года именно эти структуры были, они раздельные, Министерство образования, Министерство просвещения. Сегодня актуализируется именно миссия просвещения, обучения и воспитания детей. И это исходит из стратегических задач, которые определены указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, да, что Россия к 2024 году должна войти в число 10 самых лучших стран по качеству в системе общего образования. Поэтому Министерство просвещения Российской Федерации будет заниматься вопросами дошкольного образования, школьного образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования. Это уже четкая структура будет. А также создано другое министерство, Министерство науки и высшего образования, где будет интегрироваться и вузовская наука, фундаментальная, прикладная наука. Поэтому, я думаю, это очень хорошая, четкая структура будет. И что тоже новое, да, это
служба контроля и надзора на федеральном уровне, она выведена как самостоятельная структура правительства Российской Федерации. Поэтому как бы сегодня действующее министерство разделено на два самостоятельных министерства и отдельно вот структура службы контроля и надзора. Контроль и надзор будет осуществляться и над общим образованием, и средним профессиональным образованием, и над наукой, и где вот нанотехнологии, инновационные процессы, да, интеллектуальная собственность и так далее. Вот это будет контролироваться единой службой по контролю как самостоятельной структурой правительства. Ну, я думаю, что это будет давайте четко. немного поговорим о теме, которая сейчас, наверное, больше всего волнует самих учеников и их родителей. Вот чуть меньше 10 дней уже остается до основного периода ЕГЭ. Да, вот как проходит подготовка и какие-то изменения ожидаются? Никаких больших изменений нет. Мы в штатном режиме работаем уже много лет. Но, с другой стороны, сегодня надо сказать, что самое главное, что все материалы единого государственного экзамена печатаются в классе, где вот это в пунктах проведения ЕГЭ. Вот это как бы новое, да, сегодня. Но, хотя у нас северные улусы, отдаленные улусы к этому уже давным-давно привыкли. Но сейчас есть вопрос, вот, раньше, где вот доставляли в бумажном виде материалы, это город Якутск, но наши города. И сейчас они переходят именно на такой новый формат проведения ЕГЭ. Так, на местах все уже готовы, и в виде наблюдения уже давно есть, да, но это вот как онлайн-режим и офлайн-режим, это уже привыкли на местах. Ну, подвоза сейчас нет, потому что мы заранее готовим наших детей. В основном, если они сдают в другом месте, в другом пункте проведения ЕГЭ, заранее уже они знают. Обычно в начале четвертой четверти детей туда переводят, размещают и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что в этом году, если вот эта паводковая ситуация сильно не будет усиливаться, у нас все будет в штатном режиме, все по контролям. Есть контрольные работы всероссийские, они сильно влиять на качество образования и на перевод детей в следующий класс не будут отражаться, поскольку это измеряется только, выявляются пробелы детей, по которым должны вести системную работу. Ну, а как обстоят дела с государственной итоговой аттестацией девятиклассников? Девятиклассники тоже не готовы, но основной период у нас сдачи экзаменов это по девятиклассникам это до 29 июня, а по 11-классникам это по 2 июля. Есть дни еще, резервные дни, если у нас не получается, мы ставим экзамен в резервные дни. Поэтому, в принципе, в штатном режиме все ведется, все контролируется. Мы учитываем обязательно мнение родителей и администрации муниципальных образований. Вот выпускники также будут писать всероссийские проверочные работы. Вот, Феодосия Васильевна, как вы можете вообще прокомментировать эту ситуацию? Ну, в целом у нас, если посмотреть, как и везде, два обязательных экзамена, это русский язык и математика. По этим предметам 2, 4 и 11 классы, они все пишут контрольные работы, да, и по итогам контрольной работы, как я сказала, мы выявляем пробелы детей и работаем над устранением этих пробелов. Вот вчера на заседании Совета по языковой политике при главе республики, да, вы выступили о подготовке к проведению в республике Международного года коренных народов. Вот расскажите поподробнее. В прошлом году вот эта международная организация ООН приняла решение о проведении в 2019 году Международного года языков коренных народов. Известно, что в мире существует 6700 языков. Из них 40% сегодня под угрозой исчезновения. Это по данным ЮНЕСКО, под структуру ООН. Да? Поэтому именно, чтобы актуализировать эту проблему, сохранить языки, развивать языки, вот Международная организация 2019 год объявила годом языков коренных народов. Но недавно делегация нашей республики была в ООН,
непосредственно принимали участие. Очень много вопросов вокруг этой темы, потому что разные страны, ну, ситуации везде разные, да, поднимают эти вопросы. От Российской Федерации Федеральное агентство по делам народности тоже по данному проблему представили информацию. Республика была представлена как регион с лучшим опытом по данному направлению, поскольку и законы, и государственные программы, и механизмы по реализации конкретно данной темы, данной проблемы у нас они отработаны, выстроены, но с другой стороны мы знаем, что есть языки, которым грозит исчезновение. Да? Это у нас, допустим, якогильский язык, долганский язык, да, чукотский язык. Ну и венкийский, венский тоже у нас в числе групп языков, которым грозит исчезновение. Поэтому, чтобы защитить эти языки, в целом языки народов, коренных народов мира объявлен этот год. В основном, что нормотворческие работы должны быть проведены, план действий. У нас в республике будет создана республиканская комиссия, да. Мы просили, чтобы эту комиссию возглавил сам Егор Афанасьевич, да, глава республики, поскольку совет при нем. А далее будет разработан план действий, как мы будем работать по данному направлению, и с общественной организацией, объединения, государственной структуры, непосредственно еще Министерство гражданского общества, да, и так далее, Министерство молодежи, ну и другие научные структуры, которые у нас есть в республике, они будут работать над реализацией плана действий года, Международного года языков коренных народов. Ну и вот в завершении, пожалуй, да, нашей беседы, вот заканчивается учебный год, но это не значит, что учителя будут сидеть без работы. Вот какие мероприятия пройдут летом для педагогов? Ну, в основном сейчас мы готовимся к отпускному сезону, да, это в первую очередь выплатить всем нашим работникам отпускные. Все планируют свои поездки, да, это кто-то на курсы повышения, кто-то на отдых, а детей, конечно, это организация летнего отдыха. Вчера стартовал новый проект, как я проведу лето. Если раньше дети традиционно в начале учебного года писали сочинения, как я провел лето, а в этом году мы вот чтобы их настроить к лету, вот объявили совместно с газетой «Якутия» такой проект. Поэтому сейчас в основном у нас вот задача сдачи государственных экзаменов, завершения учебного года, а также, конечно, это организации летнего отдыха. Феодосия Васильевна, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Я думаю, что все ребята подойдут подготовленными к сдаче государственных экзаменов. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня в гостях у нас был первый заместитель министра образования и науки республики Феодосия Габышева. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех последних событий.